Замена кровель продолжается. В государстве еще 4 семьи станут немного счастливее благодаря новым крышам. 87-летняя Ольга Санакоева, проживающая по адресу Осетинская, 131, долгие годы мечтала о кровле, которая бы не протекала и не доставляла неудобств. Так сложилась ее судьба, что в раннем детстве ее семья осталась без кормильца, и всю жизнь приходилось делать все самой. Сейчас пожилая женщина не может сдержать свою радость. Я хочу выразить благодарность нашему президенту. Я росла сиротой и поэтому прошла через множество тягот жизни. Я безмерно благодарна, что в этом вопросе получила поддержку от государства. Также хочу поблагодарить работников бригады. Работы ведутся и по адресам: Советская, 22, Октябрьская, 40 и проспект Алана Джоева, 28. По словам хозяйки последнего дома Светланы Ванеевой, их кровля была обветшалой. А во время войны в 2008-м в нее попали осколки, что усугубило ситуацию. Своими усилиями домовладельцы залатали щели монтажной пеной. Но сколько лет может держаться подобная конструкция? По словам Светланы, 2 года назад они написали заявление и напрочь забыли об этом. Даже не справлялись о порядке своей очередности. Пока вчера к ним не постучалась рабочая бригада. Через 3 дня работы будут завершены. С 2017 года уже десятки и десятки граждан республики улучшили свои жилищные условия, благодаря выделенным средствам из Фонда единства Алании, учредителем которого является президент Анатолий Бибилов. Марьяна Чочиева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск «Сегодня».